Я хочу начать со слов великого нашего татарского народного поэта Габдуллы Тукая. Песнь – это самое дорогое и ценное наследие наших предков. Это чистое, вечно живое, немеркнущее зеркало души народа. Халық жырлары біздің бабаларымыз тарафынан қалдырылған ең қадірлі вә ең бәһәлі бір мирастыр. Халық жырлары халқымыз көңілінің һич тә тутықмас вә көгәрмәс, саф вә раушан көзгесідір. Габдулла Тукай. Музыка – часть духовной культуры народа. Она связана с социально-экономическими отношениями, с его бытом, с его традициями. И также связь с историческими отношениями с другими народами. Татарская народная песня многожанровая. Мы можем отнести туда баиты, протяжные песни, сложно протяжные песни, такмаки, то есть частушки, также трудовые песни, игровые песни. У татарского народа самым популярным и самым интересным является именно протяжные песни и сложно протяжные песни. Протяжная песня по своей форме, она на длинных фразах, и там основные звуки как бы опеваются красотой, то, что мы называем мелизматикой. Она опевается вокруг основного звука разными красивыми звуками. Если лад пентатоничный, то есть состоящий из 5 звуков лад, это как раз относится к татарской народной песне, там вот все основные звуки опеваются вот с этими 5 звуками. Там направления бывают разные. Вот, например, если песня идет наверх, опевание идет верхними звуками. Если опевание идет, мелодия идет вниз, идет опевание нижними звуками. И она красива тем, что используют там короткие, например, форшлаг. И опевание еще бывает, то, что мы называем мелизматикой, секстоли, квинтоли. То есть при опевании пентатоник вот 5 звуков, может быть и 6 звуков, и 7 звуков. Этим-то и отличается вот татарская народная песня вот своей красотой именно этими напеваниями, то есть мелизматикой. А по форме в основном протяжные песни одночасные. И в основном там напор идет на текст. Текст, как всегда, у всех народов почти идет, если первые строчки о природе, а вот 3-4 строчки о любви, о красоте. Именно, например, глаза как зеркало, глаза как небо, поет он как кукушка, как соловей. Брови, как ясная луна. В общем, действительно, вот, вся красота природы как бы перемещается на лицо, на духовность, на отношение к природе, вот, к человеку.
А сложно протяжные песни, они отличаются чуть-чуть от протяжных тем, что она состоит из двух частей. Первая часть – протяжной песни, а вторая часть, она как бы припевом идет, короткой песни. Вот такие песни очень сложные, очень трудные для исполнения. И просто удивительно, что народ до сих пор сохранил, и кто-то его сочинил. Это очень талантливые люди. Действительно, по красоте своей татарские народные песни, наверное, превосходят вот, даже всю красоту природы. Настолько она естественна, настолько она красива, настолько там содержание текста полностью вот как бы вложена вся душа, вся красота. И та местность, где живет народ, и та атмосфера, в котором народ живет, и тот труд, которым он занимается, и те игры, которыми он играет, также и дети, и взрослые. И в этом вот сложные протяжные песни отличаются по сложности от всех жанров татарских народных песен. Мы говорили о баите. Баит – это такой жанр, который состоит почти 3-4 звуков, но в основном там содержание о горе, о трагедии народа, о личной трагедии, также о войне. В общем, баит как бы переводится, это как бы вот это состояние человека вложено в текст и где-то в 3-4 звука вот этого жанра. Много баитов было изложено во время Великой Отечественной войны, во время Гражданской войны, также во время Финской войны, потому что очень много сохранились баиты у татарского народа. И также нужно сказать наверняка, баит вот, в поэзии великого поэта Габдуллы Тукая очень много места занимает. Например, «Сак-сак» баиты. Вот, там очень короткое содержание. В общем, 2 детей, которые не послушали родителей, и они как бы прокляли родителей их, и они улетели. И они каждый день вечером прилетают и как бы просят прощения, а родители их не прощают. В общем, тут наверняка есть и мораль в воспитании детей, и также мораль, что человек должен быть честным и с детства. Вот это воспитание в этих баитах. Также баиты, вот есть про французскую войну, французские баиты. В общем, действительно, народ как бы сохраняет вот эти традиции до сих пор. И наверняка надо сказать еще про трудовые песни. Трудовые песни отличаются полностью по строению, по тексту, от сложных песен, от баитов.
даже от такмаков, от частушек. Потому что в трудовых песнях ритм четкий, там как бы она помогает труду, квадратная форма. И также наверняка нужно назвать песни лирические. Лирические песни отличаются от протяжных, от сложно протяжных своей формой. Если в протяжных песнях есть конкретный текст, и вот эту песню уже с другим текстом нельзя петь. А вот в лирических песнях можно их отменять. Там можно разный текст по обстоятельствам. В основном лирические песни, как бы она является и деревенской, городского типа, деревенские песни вот, лирического характера, они в основном имеют название местности. Например, Арск, Мензелинск, Сарман. И вот эти песни, там уже четко написан текст про эти районы. Можно их и поменять. Они очень четко по ритму, они не сложные по строению, не очень большой диапазон. И по характеру они доступны почти любому поющему человеку. А сложно протяжные песни, тут очень большой диапазон, почти 2 октавы, 1,5 октавы, и поэтому они не очень доступны, для этого нужно как бы привыкать, учиться нужно, потому что просто удивляешься тем людям, которые нам оставили вот эти очень сложные песни. Действительно, видно, очень высокая культура была и вокальная, и вообще очень высокая культура, потому что вот эти песни, я бы их даже сравнивала, вот, например, я просто назову несколько произведений «Салкын шишме». Зүбәрҗәт, Уел. Салкын чишмә – это холодный ручеек. Уел – это название реки. Зүбәрҗәт – это имя девушки. Вот в этих песнях очень сложная мелизматика, очень большой диапазон, 1,5–2 октавы. Их можно сравнивать маленькими ариями и ариозами оперных сцен, потому что по своему строению, по своему характеру, там разный припев, запев, разный характер. И содержание текста, потому что содержание текста не просто так, как речитативный, его нужно создать образ, их нужно передать, чтобы они дошли до публики. Вот этим-то разными сложностями она сравнивается с великим произведением великих композиторов.
Нужно сказать про игровые песни. Игровые песни, они как бы появились в больших праздниках. Например, Сабантуй, Жиен. Родители, когда уезжали в гости или куда-нибудь, молодежь собиралась вместе в каком-то доме. И вот тогда они пели разные песни, также вот и сложные песни, и также в основном игровые песни. Вот эти игровые песни были как бы основой. А эти вечера назывались «Аулак Ида», на посиделках. И вот здесь молодежь знакомилась друг с другом по шариату, по обряду мусульманства и по религии. Они вместе не всегда могли собираться, девушки, парни. И поэтому как бы вот природа сама создала вот эти посиделки, и они там собирались и знакомились между собой. И вот здесь были разные игры. Буляк салып уйнау. И также вот массовые игровые песни здесь как бы были началом также в будущем вот нашего основного профессиональной музыкальной комедии, наших драматических спектаклей, также наших опер. Потому что опера и музыкальные спектакли в основном у нас появились где-то в начале 20 века. А вот эти игры уже они были где в 18-х, в начале 19 веков. И вот эти игры как бы дали толчок именно профессиональному искусству. Песнь – это самое и дорогое, и ценное наследие наших предков.